Татьяна Прокопьевна, как у вас работают холодильные камеры? Наши холодильные камеры, начиная с 2 недели тому назад, остановились, и мы не можем ни одного дня их запустить в нормальную работу. Пойдемте посмотрите, в каком состоянии продукция у нас находится. Очень много жалоб поступает на комиссию по торговле горсовета, значит, от предприятий общественного питания и розничной торговли. Очень много не работает холодильных камер, оборудования. Росторгмонтаж совершенно не занимается, значит, ремонтом. И вы вот подаете заявки. Своевременно выполняются эти заявки? 2 недели заявки, поданные на ремонт холодильного оборудования, не исполнены. Хотя каждый день обещают, что будет все работать оборудование. Из 3 холодильных камер работает только 1. И то дает плюсовую температуру. Мясопродукты хранить негде. Все овощи, поступающие в предприятие, срочно надо реализовать. У нас школьное предприятие. Мы обеспечим площадки, пионерские лагеря. И мы не можем выдать качественный продукт, потому что негде хранить его. Мы не можем взять его. Вся беда в том, что Росторгмонтаж не выполняет своих обязательств, договорных обязательств и исполнение своих должностных инструкций, которые должны делать механики. Он приходит, подошел, постоял возле оборудования минуту-две и останавливается. Поворачивается, уходит. Я не могу сделать весь ответ. Людмила Владимировна, сколько времени не работают у вас холодильные камеры? До течения всего лета. Работает вот сейчас одна мясная, немножечко работает жировая. А как вы завозите продукцию? Ну, у нас график на мясопродукты. 3 дня в неделю. Конечно, запасы уже не сделаешь. Бывает перебой либо с транспортом, либо вагоны стоят. А так бы, если бы был уверен в своих камерах, что надежно сохраним качество продукта своего, конечно, бы завезли. А причина того, что не работают и не могут отремонтировать камеры, какая? Нет запчастей или механики плохо работают? В общем-то, у нас Виталий Иванович механик, он внимательный, он приходит довольно часто, спрашивает, как, чего. Сейчас нет у них моторов. Вот как-то у нас был перебой здесь со светом, видно по городу, и у нас выбило это моторы. Там перемотку нужно делать. Тут у нас сейчас директор в отпуске, она подключалась и выходила на многие заводы, чтобы кто-то нас хотя бы выручил временно. Вот один мотор поставили, и вот сейчас с одним мотором, как говорится, 2 камеры на него подключили, мясную и жировую. Вот с этим мы работаем лето. Такая же обстановка с холодильным оборудованием в поселковых, значит, советах, в Нагорном, Золотинке и других поселках. Товара приходит очень много, товар хороший, но хранить его негде. Реализовывать, сроки реализации проходят, товар быстро портится. И на стол попадает уже, в общем-то, недоброкачественный, можно сказать, неполноценный продукт. Росторгмонтаж на протяжении многих лет уже ведет себя очень халатно в отношении вот этого холодильного оборудования. И поэтому я считаю, что за это все-таки должен кто-то ответить. Значит, проверка была проведена совместно комиссией по торговле горсовета, депутатской комиссией и студией «Интеграл».